Вчера в Шереметьевском дворце Музея музыки свою работу закончили музыкальные встречи под названием «Калейдоскоп народностей». Прошел последний в этом сезоне концерт. Он был посвящен ингушской культуре. О том, как все прошло, о музыкальном творчестве ингушей, а также об итогах первого сезона проекта мы поговорим с нашими сегодняшними гостями. Я рада представить в студии «Радио Петербург» художественный руководитель цикла Анна Винсковская. Анна, добрый день. Добрый день. А также я приветствую замечательных представителей культуры Ингушетии. У нас в гостях искусствовед, этнограф, научный сотрудник научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева, сотрудник Ингушского государственного музея краеведения Танзила Дзаурова. Здравствуйте. Добрый день. А также Мамилов Назир Хаджимуратович, народный артист Республики Ингушетия. Он играет на гармонии. Здравствуйте. Добрый день. А также две замечательные барышни у нас в гостях. Это Мария Дзаурова. Она сыграет на чондарге. Добрый день. Здравствуйте. И Дали Куркиева. Это тоже музыканты, тоже, я так понимаю, чонг. Правильно? Чондарг. Здравствуйте. Чондарг. Давайте разберем, как все прошло. Для начала, как прошел концерт. Может быть, какие-то наблюдения по итогу первого сезона, какие-то выводы, к которым вы смогли прийти. И хочется услышать впечатление, конечно, от гостей. Да, наверное, начну я. Я счастлива, что этот цикл все-таки у нас состоялся. У нас состоялось 3 встречи. Это была встреча, посвященная Республике Дагестан, встреча, посвященная Республике Удмуртия и долгожданная встреча с Республикой Ингушетия, потому что изначально концерт планировался в октябре, но так получилось, что нам пришлось перенести эту встречу на декабрь. Но, конечно, я благодарна Танзиле, Танзиле и Министерству культуры Республики Ингушетия, потому что так сложилось, что пришлось обращаться даже в министерство, но все получилось. Спасибо музыкантам, которые согласились, приехали, поучаствовали. Я, конечно, в восхищении от Танзилы, от ее работы, от ее такой души, сердца большого, которая не только устроила для нас просто открытие музыкальной, не только музыкальной культуры Республики Ингушетия, то есть были привезены уникальные предметы, которые мы экспонировали. Это была целая, действительно, я не побоюсь этого слова, выставка, потому что были представлены и ювелирные украшения X-VIII века. Серьезно? Да. Что там было? Сейчас я передам слово Танзиле. Это были представлены и музыкальные инструменты, и предметы украшений женского костюма с золотым шитьем. То есть для меня это, это на музыколога, в первую очередь, да, это было просто удивлением, восхищением, как это вообще можно было устроить для однодневной выставки, да, даже не однодневной выставки, а несколько часов эта выставка продлилась. Но мы это сделали. Плюс, опять же, для меня это был такой подарок. Нашему музею был преподнесен музыкальный инструмент в дар музею. То есть у нас чондарг, да, теперь у нас есть в музее как экспонат. В нашем музее такого инструмента, вообще ингушских инструментов не было. Теперь, благодаря Танзиле и ее команде, этот инструмент появляется в нашем музее и будет, надеюсь, в скором времени экспонироваться. Вообще, если посмотреть на публику, которая приходит, задавали ли они какие-то, может быть, вопросы определенные? Что интересует тех, кто приходит на такие концерты? Они же достаточно познавательные и необычные, потому что это понятно, что мы все ходим на какие-то привычные, может быть, и непривычные классические концерты, но когда ты знакомишься с другой культурой, наверное, вопросов возникает больше. Если можно, отвечу пока я, потому что у меня очень много эмоций и впечатлений. И как показала практика, несмотря на то, что я как ведущая этих концертов всегда говорю в начале встречи, что мы будем рады, если вы будете задавать нам вопросы, какие-то вещи, которые вас интересуют, мы с удовольствием ответим. Но, глядя на публику, они в таких же эмоциях, когда ты ничего не можешь сказать, потому что ты в таком удивлении, восхищении, просто нет
пропадает дар речи, я вот так вот скажу. После первого нашего концерта, посвященного, немножечко отвлекусь, после первого нашего концерта, который был посвящен Республике Дагестан, были такие отзывы, прописанные в книге, да, отзывов. В полном восторге. Ухожу с тахикардией. Вернусь еще. Приду еще. После вчерашнего концерта ко мне подходили наши гости. Говорили, вы знаете, мы специально приехали из города Королев. Я следила, чтобы купила билет на концерт в Москве. И я не пожалела ни минуты. Это такое восхищение. Ну, то есть на концерте у них, видимо, еще вот это вот настроение, вот эта приподнятость, да, что они не могут ничего сказать в микрофон, потому что хочется слушать, как говорит Танзила, как исполняют музыканты. Ну, когда ты соприкасаешься вот с тем редким, зачем обычно надо, скорее всего, ехать в Ингушетию, это все Да. здесь, и, конечно, хочется это впитывать, внимать. А я правильно поняла, что у вас гастроли какие-то все-таки есть? Концерт в Москве, это же не в рамках, я так понимаю, музыкальных встреч. Все-таки у вас какая-то есть концертная деятельность, я правильно понимаю? Вы знаете, у нас до некоторых пор, то есть в 2023 году был такой небольшой тур концертный по разным городам, в том числе и в Москве, и в Санкт-Петербурге, где мы, собственно, с Анной и познакомились в рамках этого небольшого концертного тура. Но дело в том, что сейчас наши дети из ансамбля Оула, которые уже перестали быть детьми и устроились в разные вузы по всей стране, раскидала их по всей матушке России, как говорится, и мы их с трудом собрали для того, чтобы сюда приехать. Но, конечно, они на каникулы собираются, они не оставляют это все и собираются продолжать эту работу. Просто сейчас, в связи с тем, что они все учатся в различных учебных заведениях, конечно, мы на время прекратили эту работу, эту деятельность, хотя продолжают, конечно, другие музыканты работать в этом направлении. Но дело в том, что на чондерке играет только наш ансамбль пока. За последние 100 лет это же впервые, потому что 100 лет назад этот музыкальный инструмент перестал существовать в музыкальной культуре ингушей. С последними сказителями, которые в том числе и нарский эпос, были носителями нарского эпоса, да, были сказителями, ушли те народные музыкальные инструменты, а когда попытались адаптировать их под современную сцену, были очень две такие большие кампании по унификации музыкальных инструментов в начале 20 века. В том числе вот в 1936 году была попытка, первые ансамбли были созданы, первые филармонии в республиках автономных были созданы, в том числе и в Ингушской автономной республике. И они попытались адаптировать эти музыкальные инструменты народные для сценического исполнения, для того, чтобы они могли работать. Но, к сожалению, обе попытки реставрации Шошина и Московской консерватории адаптировать именно вот этот смычковый музыкальный инструмент, он четырехструнный, традиционно под сцену, они провалились. И с этого момента этот музыкальный инструмент исчез. Другие вот инструменты, да, типа балалайки, наш Дахчинпандр, они его внедрили в сцену, они его изменили немножко и внедрили. А чондрик перестал существовать. И вот у нас была задача, которая нам поначалу оказалась невыполнимой, восстановить и реконструировать этот чондрик так, чтобы он и по-современному звучал, его можно было перевозить. То есть раньше, в прошлом, какой он был? Он был чаще всего с кожаной мембраной, и она требовала особого ухода, особой влажности и так далее. То есть это было очень тяжело. И вот очень после долгих неудачных экспериментов, благодаря замечательному мастеру музыкальных дел, мастеру Зубейру Юазу, он кабардинец по национальности или адык, а сам заслуженный артист Республики Абхазия, вот он смог реконструировать замечательно. И вот тот музыкальный инструмент, который мы подарили музею вчера, он был изготовлен специально для этого музея. То есть это была особая древесина, которая сохла 19 лет. В общем, и мастер постарался. Более того, он написал научный труд именно по этому музыкальному инструменту, поэтому это не простой музыкальный инструмент. А как много вообще мастеров? То есть вот вы про одного рассказали, инструмент только недавно стал возвращаться в музыкальную культуру. Много еще людей, которые могут вот настроить, починить, создать? Вообще есть какой-то производство, наверное, этих инструментов вот такое, чтобы на поток, или это все-таки такой штучный экземпляр? Вы знаете, мы по всему Северному Кавказу и Закавказье тоже искали. Мы работали со многими мастерами, и очень много неудачных экспериментов у нас было с ними. То есть этот музыкальный инструмент вот в таком виде смог сделать только Зубейр Юаз. То есть у нас до этого еще 2 года были очень такие провальные попытки для того, чтобы все-таки его... мы не хотели останавливаться, не хотели сдаваться. Мы
все-таки решили его возродить. Упорство. Почему? Потому что большое количество композиций было записано этнографами, фольклористами в начале 20 века на этом музыкальном инструменте, а они на других музыкальных инструментах звучат совершенно иначе. И нам было важно возродить аутентичную музыку, аутентичное звучание. У нас была такая идея фикс, мы хотим слушать то же самое, что слышали наши предки. Ну, это правильно. Да. Мне кажется, это наоборот здорово, чем адаптация инструмента. Я так и не поняла, кстати, для чего его адаптировать. Чтобы просто современнее звучал? Нет, потому что старые инструменты, то есть они, во-первых, были созданы, то есть у них были свои особые полутона, полузвуки, призвуки, которые в нотной грамоте не отображаются. То есть это особенности этнической музыки. Так хорошо же, нет? Да, но каким образом передавать это дальше? То есть есть письмо определенное, да, определенное количество знаков. Так. И есть полутона, призвуки, которые... это авторский почерк этих музыкантов в прошлом. Он зафиксирован так в фонозаписях, но он в нотных записях он не отображен. И была задача у вообще руководства, чтобы спокойно любые композиторы могли как бы аранжировать эту мелодию или там адаптировать, и эти мелодии тоже принести в современность. Конечно, они пользовались обыкновенным нотным письмом, и им нужно было адаптировать под него Я и понимаю, музыкальные что инструменты передавать в том числе. можно было. Да. Ну, я думаю, что Наталья еще хочет уточнить, а все-таки есть в первозданном виде сохраненный какой-то инструмент? Сделали вот Да, Зубер, первоисточник, так сказать. Да. Да, вот прежде чем воссоздать его, мы же также оказались в этом музее в поисках этих музыкальных живых инструментов. У нас есть чертежи, которые в свое время создали фольклористы, ученые, композиторы тех музыкальных инструментов. Есть их подробное описание, фотографии, но мы хотели посмотреть живые инструменты. И такой музыкальный инструмент мы нашли в Национальном музее музыки в Москве, да, которому, кстати, тоже мы подарили такой же чондерк реконструированный уже. И, конечно, мы все это смотрели, мы все это изучали подробно. Нам это было важно. А я хочу спросить у девочек, вы учитесь на музыкальных же каких-то, в музыкальных институтах, университетах, учебных заведениях, или же это вообще другое направление, просто вот для души? Поступила в музыкальный колледж только я из всей нашей группы. А вы? У остальных это как хобби, там, для души. А сложно учиться играть вообще? Вот как раз-таки в плане, мы только что говорили о том, как передавать вообще ноты и какие-то произведения, которые можно исполнять. Сложно учиться играть? Как на скрипке. Это же смычковый музыкальный 8 инструмент. лет я обучалась на скрипке, и поэтому, когда я пришла на обучение чондеринга, мне это очень легко далось. Ну, может быть, тогда, раз мы заговорили про чондерк, может быть, мы дадим послушать, как он звучит? Да, и прежде чем начать композицию, вот, которую они сейчас исполнят, я хочу немножко вам рассказать предысторию этой композиции. Дело в том, что вообще у нас музыкальная культура очень плотно связана с нарским эпосом. Многие, наверное, слышали про кавказский нарский эпос. Так вот, у ингушского народа есть своя версия, свой цикл тоже этих нарских сказаний. Их очень много, они очень интересные все, и тоже свои какие-то особенности у них. И поскольку вообще нарский эпос считается одним из самых старых эпосов, он связан непосредственно с музыкой. Вот, к примеру, у нас есть такой знаменитый герой Кулы-Кант. Он был богатырь, у него была большая отара овец. Это как бы в то время, когда только именно овцы были одомашнены. И он забирал ее, эту отару в пещере. И нашлись, конечно, завистники, которые не могли с ним справиться. Они вот 60 человек каким-то образом вероломно его связали и убили его говорящего козла, который возглавлял эту отару овец. А с этим козлом, этот козел был очень важен для этого Кулы Канта, но он погоревал, но обречен был на голодную смерть, потому что его связали путами и оставили там в этой высокогорной пещере умирать голодной смертью. И вот он дотянулся, связанной рукой, до кости, бедренной кости этого козла, пробил дырочки и исполнил вот первую мелодию. Кулы Кантишина называется, такая, мелодия обреченная, мелодия грустная. И считается, что именно сноха, сестра его брата, услышала где-то эти звуки, ветер донес до нее. Она поняла, что он в какой-то беде. Сообщила это братьям. Братья пошли, освободили его. И, в общем, все это кончилось очень хорошо. И вот девочки хотели бы сыграть именно эту мелодию. Но, правда, он ее играл на флейте, щитулик, да, здесь она будет исполняться на чондерке, на смычковом музыкальном инструменте. Давайте немножко. Мелодия Калоя.
Во-первых, звучит очень красиво. Я вот завороженно так смотрела на это все. И мне кажется, вот несмотря на то, что это, как вы сказали, как на скрипке учиться, все равно какой-то колорит вот именно такой музыки кавказской, ингушской все равно слышен. Нет? Да. Есть да, ощущение. Это вот и есть вот эти полутона? Есть. Там эти полутона есть. Иногда они для восприятия современного человека, слуха, мы привыкли к чистым звукам, они нам мешают иногда. Но на самом деле их очень много. Если вы послушаете старые записи, фонозаписи, иногда они будут как бы резать слух. Вы там вычленяете какой-то чистый звук, но потому что мы к нему привыкли. А в то время это было нормально, и для них это тоже было нормально, в том числе и на гармонике. Иногда вот мы столкнулись с тем, что мы создавали музыкальный атлас двухтомный, сейчас работаем над 3-м томом. Мы достали старые архивные записи, и мы не могли добиться того, чтобы композиторы перенесли их на ноты, потому что они отказывались с этим материалом работать. Они говорят, мы не знаем, как отображать вот дополнительные многочисленные звуки, призвуки, эти полутона на письме. А вычищать звук, это теряется аутентичность этой музыки. И вот стала задача, действительно, нам тяжело было переносить все это на ноты. В таком виде, в котором оно есть, рано или поздно записи исчезнут. А вместе с этим исчезнет, конечно, вот оригинальное звучание этих мелодий. Это может быть связано с тем, что вот и музыкальные инструменты такие были, ведь каждый мастер сам изготавливал его. И дерево могло там, допустим, отличаться, да, звучание дерева могло отличаться. У нас, например, есть такой участок в Горной Ингушетии. Вот мой дедушка всегда говорил, что именно из этого леса делали всегда музыкальные инструменты. Они самые звучные были. И действительно, рядом есть село, откуда вышли самые лучшие музыканты и музыкальных дел мастера. И, кстати, у них музыкальные инструменты, вот записано у этнографов, что заказывали еще из Грузии. Ну, представляете, музыкальная Грузия, да? И из Осетии. Настолько вот там это дерево, видимо, оно каких-то там периодов было, какой-то там особой и влажность повлияла. Ну, мало ли что, очень много же на это влияет. И вот в этом плане, скорее всего, у каждого музыканта было свое звучание. И где-то вот фольклористы, вот они его и записывали. То есть у каждого был свой почерк. То же самое очень много у нас есть очень... Я не знаю даже, как называется эта техника, когда у нас гармония рвется. Назир продемонстрирует. Тремболо называется, мехом. Да, вот она у нас очень была развита. И каждая девушка, а у нас гармонию в основном очень любили девушки. Да, нужно было продать корову, все что угодно. Даже если да, как бы семья недостаточно богатая, они все равно покупали обязательно гармонь. А есть у нее слух? Нет. В 4-5 лет девочки покупали гармонь, она уже училась играть. А добьется она успеха в этом деле или нет, это уже второе дело, но она у нее должна была быть обязательно. Да как будто бы мужской инструмент, она такая большая. Да, ну она была же разная. Первые гармоники были меньше, во-первых. Во-вторых, первые вообще гармонии были бумажные у нас, ну, с бумажным мехом возились. И они назывались у нас, поэтому с тех пор у нас даже название этого инструмента кяхат-пандер, бумажный музыкальный инструмент, в общем, так и называется. До сих пор вот гармония называется так, кяхат-пандер. Пандер у нас вообще сам музыкальный инструмент, любой. Вот это атхек-пандер, там, допустим, дахчин-пандер и так далее. Это древнее слово шумерское, оно попало в разные языки, как бандур, как фандыр, как пандури, и к нам как пандер. И вот у нас каждый музыкальный инструмент, вот кяхат пандер, там дальше у нас идет щитмерсбо пандер, то есть это арфообразный музыкальный инструмент. Он был до гармонии. Звучная гармонь во второй половине 19 века сразу вытеснила эти арфообразные инструменты, которые были в основном женские. А на чондриге играли в основном мужчины. Он был больше мужской музыкальный инструмент. Как все меняется с годами. Да, но были и женщины тоже играли, но в основном на религиозные праздники. У них даже было свое святилище, куда они поднимались. И там вот именно на чондриге женщины исполняли, только они там, женщины были. Это был чисто женский праздник такой, туда мужчины не допускались. Воительниц таких интересных, как бы выбирали себе царя, выбирали это, и все должны были, при этом девушки должны были прекрасно владеть оружием, джигитовкой, фехтованием и так далее. То есть, в общем, такой... если ты владеешь оружием, выбрать себе царя достаточно просто, мне кажется, да? В общем, вот такое. А из какого дерева делают чондарк? Сегодня
звучания мастер его готовит из вообще косточковых. Это, ну и, допустим, это груша, это вишня, и иногда вот дека где-то в некоторых инструментах может быть из сосны и так далее. У нас тоже из дикой груши, из дикой вишни, которых очень много в Горной Ингушетии, тоже дикая груша, она очень подходит, потому что, во-первых, это дерево как бы очень долго растет. Там очень мало влаги в нем, то есть оно довольно сухое. И его сушить надо меньше, чем остальные виды деревьев. Как будто бы инструмент становится еще симпатичнее, когда его делают из такого изящного дерева и такого вкусного фрукта, как груша. А вообще, хотелось бы, наверное, еще гармонь послушать, да? Может быть, мы что-то... Да, вы, наверное, вместе исполните Лор-Солиду. Лор-Солида — это вообще очень интересная композиция. Почему? Потому что, вот, допустим, песни и музыку посвящали у нас всегда либо там роду какому-нибудь, родине, и были, конечно, именные. Именные — это, допустим, если какая-нибудь девушка впечатлит, ей могли сразу же посвятить. Молодой человек мог посвятить ей сразу песню и мелодию. Или же девушка могла молодому парню посвятить не только в качестве вот симпатичного ей молодого мужчины, а просто если он какой-то где-то там погеройствует или красиво себя покажет. У нас есть такой кодекс Эздил. Он очень сложный кодекс. Это кодекс поведения, жизни и так далее. И вот если человек соответствует ему, то есть во всех отношениях, а это очень сложно, это очень сильная самодисциплина. И вот ему посвящали обязательно. В данном случае эта композиция посвящена девушке, которая тоже стала знаменитой своим вот этим вот манерой поведения, воспитанностью, вот соответственно этому кодексу Эздил. И вот ей посвящена эта мелодия. Молодой человек предлагает ей, в общем, он говорит, что ну, как бы получается, что его положение материальное не позволяет ему просить ее руки официально. И он говорит: выходи за меня замуж, таким образом, ну, в обряд похищения, как бы соинициировав обряд похищения. Да, если будешь выходить, выходи за меня так. Ну, в общем, он конкретно ставит. А в любви не признаются. У нас как бы ставят ультимативное, что девушки, что мужчины в своих песнях и мелодиях. И вот здесь тоже так же звучит, но это в такой полушуточной форме. Очень знаменитой стала Лор-Солида, стали ее петь все. И притом Лор-Солиду все помнят, и сохранились ее даже фотографии этой девушки. В общем... А есть разница, вот когда тебя похищают, и когда ты просто делаешь женщине предложение, или такого вообще нет? Понятие как предложение. Ну, вы знаете, какое-то время у нас вот этот вот элемент похищения присутствовал, но он обычно начинает появляться тогда, когда общий уровень жизни падает, и у людей не хватает денег на, допустим, Колым и так далее. То есть, ну, это может быть согласовано с девушкой. Чаще всего это согласовано с девушкой. Забирай меня скорее, да. Мария, это оказалось не шутка, да? Родители, если не согласны выдавать, в общем, они вот такое делали. Но сейчас это полностью ушло в прошлое. Сейчас не практикуется, за это очень жестко штрафуют, даже за попытку там похищения большие штрафы прилетают, вообще народный штраф получается. То есть это даже не связано с государственными структурами, это община штрафует человека, и девушку ему не оставляет, в общем, свадьба не состоится, но зато он заплатит большой штраф. Потому что сейчас как-то это более, ну, очень много людей вмешивается, когда родители не согласны отдавать девушку. Они начинают там вмешиваться в этот процесс. Более демократично все стало. Да, и требовать, чтобы молодым позволили пожениться. Поэтому с этим сейчас легче, и похищения как бы ушли в прошлое. Но песня осталась, она до сих пор очень популярная. Не только у нас, она стала популярна на Кавказе. Очень часто я слышу ее на грузинских пабликах, и на радио, и в выступлениях. Но она очень такая симпатичная, она мелодичная. Только я попрошу микрофон немножко подвинуть к девушке. Да. Ну и давайте послушаем.
Здорово. Слушайте, у вас взгляд вот, когда вы играете, надо ли как-то, знаете, в настроение в это впадать, вот в той мелодии, которую вы исполняете? Потому что у вас такой взгляд немножко отстраненный, вы как будто бы не предлагаете женщине руку и сердце. Вообще, когда знакомишь людей вот со своей культурой, с каким настроением это лучше делать и с каким вы это делаете? То есть вот смотрите, что у нас там есть за музыка, за инструменты. Вообще, как вы себя чувствуете? Конечно, должен быть человек вдохновленным. Вот. Музыка должен погружаться, во-первых. А во-вторых, конечно, надо думать о том, как бы приукрасить свою жизнь вместе с этим человеком. Согласна. Кому ты его играешь. А вообще в Ингушетии народный артист дается, наверное, за какое-то количество концертов или за что это звание получает народный артист? Вот если говорить о музыке и вашем инструменте. Конечно, у нас есть достижения в этом плане. Мы работали с подрастающим поколением в целях популяризации музыки. А так я в большинстве работаю с хореографией. Вот, детские коллективы он воспитывал. Помимо этого, это у меня такая вторая работа, можно сказать. А первая работа у меня заключается как бы показать нашу музыкальную культуру всему миру. То есть государственный ансамбль Ингушетии, мы там работаем как один из главных музыкантов. Ну, то есть больше за вклад, конечно, в популяризацию. В определенное время работы сперва мы получаем заслуженного артиста, через которое время, лет 15, потом уже народное получаем. Здорово, здорово. Ну вот вы сказали, что если там девушки делают предложение, или девушка, если она что-то отметила, она тоже может что-то исполнить. Получается, все-таки музыка, можно сказать, что она изначально возникала, вот, по крайней мере, вот у ингушского народа, как язык своеобразный, чтобы показать какое-то намерение, не знаю, может быть, какое-то отношение к человеку. Да, у нас, я вчера рассказывала, очень интересный момент был. Вообще музыка формировалась на вечеринках. У нас были всегда лоузер, вечеринки, куда приводили очень много молодых ребят и девушек. Их всегда поровну, их должно было быть. Они должны были как бы соответствовать по парам. У каждого были тамады, там были шутки, перебранки. Там в остроумии они между собой соревновались. И это все должно было быть очень красиво, не вульгарно. Вульгарщина вообще не приветствовалась. И там очень много даже взрослых людей, стариков, которые следили за тем, чтобы все было в порядке, красиво. И они могли даже сказать, вот, вон ту девушку, хотели бы мы посмотреть, как она танцует. Или вон тот молодой человек, тамаде они говорят, и тамада выводит их. И это все между ними. И вот эти перебранки их шуточные, они были в виде и музыкальных батлов тоже. То есть мужчины играли на чондерке или на дахчинпандере, девушки могли играть на гармонии или вот на этот атхек-пандер и этот щит-мерзбо-пандер. И кто кого переиграет. И говорили, были диалоги. Я беседовала, очень много стариков записывала, которые эти диалоги помнят. Все понимали, что о чем говорит молодой человек, чем ему отвечает девушка. Вот именно на языке музыки. На языке музыки они тут же ее сочиняли и тут же могли даже сочинить песню, там же ее исполнить. Естественно, потом ее запоминали, и она начинала уже как бы становиться очень интересной. Ее разносили по всем селениям. У каждого селения была своя музыка. И вот был даже такой момент, что в селении Ангушты был мужчина, который настолько виртуозно играл, но победить его ни одна девушка не могла. И когда все знали, девушкам становилось известно, что на этой вечеринке будет он вместе со своим музыкальным инструментом, они отказывались участвовать в батле. И только одна девушка, она стала очень популярна со сложением своих песен, тем, что она прямо в ситуации может тут же сориентироваться, сложить песню и словесно, и в музыке. И вот за ней послали фаэтон. Для того, чтобы привести, нужно было вести издалека эту девушку, этот фаэтон оборудовали даже рессорами, чтобы эта гармонь доехала, в целости, сохранности. И там она его переиграла. И с тех пор он отказался участвовать в каких-либо батлах. Она его переиграла. И даже был момент, мне одна бабушка говорит, то есть она гармошкой сказала, не выйду я за тебя замуж. Она говорит, вот музыкой сказала, да, вот она передает ее слова, потому что все, кто там присутствовал, поняли, почему она делала эту музыку. И он предлагал музыку. Во-первых,
Это без всяких обязательств в случае отказа. Это, во-первых, сохраняет ему лицо, то есть там это можно переиграть. Потом все понимают, что да, она ему отказывает, но она это не делает словесно, без всякого сопровождения оскорбительного для него, для его чувства собственного достоинства. И точно так же для девушки. Они как-то таким образом, с помощью этого языка музыкального, они, во-первых, признавались в любви, потому что у нас вообще нет культуры признания в любви в языке. Вообще нет такого понятия «я тебя люблю». Все это делалось именно в сопровождении музыкантов, а также конечно, было очень много всевозможных форм, которым вот эту фразу обходили, но понятно было, что всем, что у человека есть чувства там, и так далее. А могло быть так, что сам молодой человек поймет или девушка поймет, а все остальные не поймут. Такие тоже очень сложные на самом деле речевые обороты существовали всегда. Это все даже вышивки, да, чтобы главное не говорить словами, но вышивки могли передать, да, что чувства. Ну вот я могу вас спросить, вы же когда-то кому-то как-то признавались в чувствах наших дорогих гостей? Как вы это делали? Или как для вас это делали? Вы знаете, в нашей культуре вообще даже это не обсуждается. То есть, да, не принято публично обсуждать. Ничего себе. Да, не личную жизнь, не... Не-не-не, в личную жизнь мы... Не об этом я говорю. Вот это тоже к личному относится. Это даже не обсуждается. То есть, вот, например, мне рассказать историю моего брака, как бы, получается, я не могу это рассказать в публичном пространстве. В общем, такая культура до сих пор сохраняется у многих. Это здорово. А вот в плане того, что, получается, девушки должны были уметь очень много, если их вытаскивают и говорят, вот хочу посмотреть, как ты танцуешь. Сейчас эта традиция есть, и вот в молодых кругах как это все происходит? Ну вот вчера же даже так я это так увидела, когда у нас было достаточно много зрителей, и когда заиграла в конце лезгинка, был один музыкант, который показал ее, да, вывел из зала. Не знаю уж кого. Да, женщину какую-то. Да. А потом просто стали парни и начали танцевать. И мы... Среди гостей? Да. И также приглашали девушек. Я думаю, что точно, это и есть такое. Да, это до сих пор сохраняется. Это тоже форма сегодня. Вот, допустим, если молодой человек приглашает девушку, да, не один, не два раза там за вечеринку, а несколько раз, всем понятно. И тоже понятно, что у него уже какая-то симпатия к ней есть. Если она соглашается выходить, тоже, значит, это ответное. И он как бы может потом договариваться о том, чтобы послать к ней сватов. В общем, такое тоже бывает. Но не всегда, конечно. Это может быть и не обязательно. Допустим, это не обязательство. Девушка просто может согласиться танцевать, потому что уважила просьбу парня, чтобы его как-то не поставить в неудобное положение. Ну, вы знаете, нет, можно. Почему? Если девушка все-таки согласна, она не уйдет с площадки, будет всегда стоять и ждать, что он ее еще несколько раз пригласит, понимаете? А так нет, она может просто отойти и дать понять, что ей больше это не интересно. Это все язык тела, язык жеста, язык музыки. Он очень древний, и у нас очень сдержаны на выражение чувств. Вот говорят, горячий Кавказ, там вспыльчивый Кавказ. Нет, на самом деле идеал среди ингушей — это очень сдержанные люди среди, как в радости, так и в горе, среди женщин и мужчин тоже в том числе. То есть сдержанность, не показывать своих эмоций, для нас это всегда было культом. А другое дело, может ли каждый человек для себя это сделать или нет. Конечно, это не осуждается, но тем не менее вот манера сдерживать свои чувства, не показывать их, это все-таки очень ценится в нашем обществе до сих пор. Это не показывать свои чувства между друг другом для окружающего мира и вообще по отношению друг к другу тоже. Любые эмоции, радостные, там, или, я не знаю, если какое-то горе постигнет, у нас человек, если очень сильно себя сдерживает, не показывает это лишний раз, все понимают, что да, ему очень тяжело, это, конечно, это понятно, но то, что он себя так вел, это всегда ценится, это всегда подчеркивается. Здорово. А вот в плане воспитания получается, что детей должны с малых лет, получается, воспитывать в такой концентрированной культуре, чтобы они умели и играть, раз это все еще живо, и танцевать, раз все это еще живо, правильно?
Да, конечно, у нас это приветствуется у многих, что нужно танцевать, нужно показывать себя, нужно... Прежде всего для мужчин раньше, кроме вот танцев с девушками, это же были еще отдельные мужские танцы, когда нужно было показывать свою великолепную физическую подготовку. Это ловкость и так далее. То есть для этого как раз-таки вот эта джигитовка, эти всякие... Но там хорошая физическая подготовка должна быть, конечно. Там обязательно. И он должен был уметь прекрасно владеть своим телом, потому что это все-таки вопрос был выживания, не только танца, и не только его внешнего вида. Это был вопрос выживания. Он должен был уметь сосредоточиться, уметь собрать себя. Вы знаете, вот эти все тяжелые условия, в принципе, научили людей быть собранными, самодисциплине в отношении чувств, в отношении физического там, состояния и так далее. То есть это все то, что требовало от людей жизнь и время. Ну и реакция должна быть соответствующая. Да. А вот я хочу спросить про жанры музыкальные. Они как-то отличаются ведь наверняка? Да, конечно, у нас есть шуточные песни, у нас есть ладухиш, называется, вот песня для слушания. Просто вот сидят и слушают. И для этого приглашались всегда обязательно музыканты. Вот садились, людям хочется просто послушать что-нибудь лирическое. И, конечно, вот для халхар-еш, это вот именно танцевальная музыка. Халхар-еш, вот, например, сейчас будет звучать здесь не асрер халхар-еш, назрановская танцевальная лезгинка, которая стала очень популярной. И, кстати, впервые именно в оркестре, в профессиональном исполнении она прозвучала именно в Санкт-Петербурге, тогда в Ленинграде, в 1936 году, это в филармонии сначала, а потом в театре Мейерхольда она прозвучала в исполнении азербайджанского оркестра. И это была, ну как бы они там и так сохранились до сих пор афиши, где написано, что это ингушская танцевальная мелодия. Потом она прозвучала в Кремле в 1939 году и настолько стала популярна, ее просили несколько раз на бис, там присутствовали первые лица государства на тот момент. И вот с тех пор она стала как бы общекавказской. Ну, то есть в основном лезгинка ассоциируется именно с этой мелодией. Да, но она на самом деле из Назрани, назрановская, она именно такая узколокальная поначалу была. И Назранир Халхариш. Но я хочу отметить, что сейчас у нас, да, ускоренный темп, вот этот ускоренный темп танцевальных мелодий, он все-таки внедрен, опять-таки, академической музыкой. На самом деле, изначально аутентичная наша музыка очень размеренная, как и танцы, впрочем. Кроме барабанной, конечно, где вот была та самая джигитовка у мужчин, эти акробатические трюки, это отдельно мужской танец. А вот именно танцевальная, она была всегда размерена. А сейчас она у нас такая интенсивная, и танец, естественно, теперь соответствует вот этой интенсивной музыке. Ну вот прежде чем мы начнем, я хочу спросить, у нас не так много времени осталось, нам лучше оставить лезгинку на конец, на сладкое, или мы сейчас послушаем лезгинку, а закончим еще чем-нибудь? Вот как артистам вам должно быть виднее. Вот, есть замечательная лирическая мелодия. Может, мы сначала послушаем лирическую Давайте. мелодию, а потом уже эту танцевальную. Можно? Нет, сейчас будет только Руслан, Назир исполнять.
Слушайте, у вас рука набита, а вот сколько вообще времени проходит от начала разучивания мелодии до уже такого, знаете, как на автомате, когда исполняешь? Конечно, смотря на какой стадии ты находишься. Если ты же профессионал своего дела в игре, ты легко берешь, он может за 1 час разучить, выучить любую музыку за 1 час. А чтобы вот уже не глядя исполнять это все, это вот, не знаю, несколько дней буквально? Не глядя, конечно, я об этом и говорю. А, да, за час? А если первенец, его надо, конечно, хотя бы 2 дня надо выучить его. Хотя бы 2 дня. Ну, 2 дня как будто бы не так это страшно. Танзил, я еще хотела вас спросить, во-первых, не знаю, слушатели, конечно, не видят это радио, но насколько красивая женщина сейчас сидит передо мной. И я знаю, что вы занимаетесь исследованиями и участвовали в экспедициях, в том числе и в труднодоступные места. Более 100, как я прочитала. Вот как проходят эти экспедиции, на что они нацелены? То есть вы продолжаете изучать ингушскую культуру или, может быть, какие-то артефакты ищете? В чем это заключается и что вам, может быть, удалось найти? Вы знаете, у нас очень большая команда, команда историко-географического общества Дзурзуки, ингушское историко-географическое общество Дзурзуки, оно имело вообще, было создано для исследования вопросов, которые не были исследованы в течение 20 века и которые как бы нуждаются в срочном изучении. Почему? К примеру, допустим, экспедиции у нас были с целью поиска петроглифов в Горной Ингушетии. Очень много памятников, до 5000 памятников. И на многих на них нанесены древние рисунки. Но памятники разрушаются ежедневно. То есть мы приходим, памятник есть, через несколько месяцев возвращаемся. Нет, они средневековые. То есть там идут памятники 13, 14, 15 веков и далее до 18 века. Естественно, часто землетрясения, их может не стать, это все может быть похоронено. Наша задача была максимально быстро зафиксировать все рисунки на них, древние рисунки, которые мы мечтали расшифровать. То есть мы собрали большую коллекцию этих рисунков и пытаемся как бы систематизировать их, понять, что пытались донести до нас предки с помощью этих символических знаков, символического вот этого письма. И, в общем, в связи с этим были первые наши экспедиции, потом они пошли для фиксации памятников, которые не были введены в научный оборот. Таких очень много. Прежде всего, это храмы. Храмы расположены на очень высоких точках в Горной Ингушетии, прямо на пиках. И очень многие из них не зафиксированы и тоже могут просто уйти в небытие буквально вот в ближайшие 10-15 лет. И вот около 73 храмов мы зафиксировали на данный момент. Мы работаем по монографии, над монографией по фиксации этих храмов. И, естественно, это научная фиксация, там полностью замеры, обмеры и так далее. И, в общем, это одна часть работы. А вторая часть работы супруг руководит археологическими раскопками. Мы, конечно, изымаем текстиль, тот же самый музыкальный инструмент мы нашли в склепе. Он был обрушен в 22 году, обрушился такой большой склеп, и там был захоронен Илынч, это был музыкант-воин, он должен был владеть всеми видами военного искусства, и рядом с ним музыкальный инструмент. А он для чего? Илынч был очень почитаем, то есть его кровь была запретна, его нельзя было трогать физически и так далее. Наравне со строителем, с лекарем, с кузнецом. То есть это общественно важные профессии. И жрец в том числе. И, в общем, вот этот Илынч, он мог в такой критический момент, когда все отступают, когда все проигрывают вот своей этой песне, своим этим сочинением, он мог заставить пойти на бой, выиграть сражение. Для поднятия духа музыку. Да, для поднятия духа, высмеять труса, возвести в ранг героя кого-нибудь. И его хоронили с такими же почестями. Вот был найден музыкальный инструмент, который мы включили. Кстати, мы тоже реконструировали его. Это щипковый музыкальный инструмент, он у нас есть. И также мы включили все это в музыкальный атлас. И по текстилю у нас идет тоже работа. У нас вот как раз-таки пару дней назад была выставка текстиля из Сори, которые у нас была большая программа, обучили девочек реставрации текстиля. Они этот текстиль промыли, мы сделали выставку целую. Эта работа проходит, это колоссальная работа, это отдельное направление. В общем, вот такой у нас широкий спектр. Почему? Потому что в течение 20 века, то есть у нас была трагическая ссылка в середине 20
20 века, когда полностью вся наша материальная культура в музеях была либо перемаркирована, она для нас утеряна. А все оставшееся, все, что делали археологические экспедиции, оно сгорело во время военных кампаний в Чечне. Мы же были в Чечне-Ингушетии, как бы, и вот когда там все это хранилось в музейных вот этих коллекциях, оно все сгорело, к сожалению, и мы остались без материала. Мы заново все делаем, как бы, получается. Я вот что хотела спросить, не так много времени осталось, но вот вы сказали про памятники, которые разрушаются. Вообще в плане реставрации есть какие-то подвижки, может быть, и как таковая она вообще насколько Да, развита? сейчас там вообще в Республику Ингушетию вернулся инвестор, это Михаил Гуцериев, он очень много тратит средств для реставрации, для сохранения, консервации памятников. Это, честно говоря, это большое подспорье для республики, потому что это очень дорогостоящие мероприятия, которые просто Минкульт, ни Министерство культуры, ни наши комитеты просто не смогут потянуть. И вот он вложился в это во все, и там действительно несколько команд работают, реставрируют, но памятников очень много. Просто эти же команды, даже если их будет 10 раз больше, им понадобится лет 20-30, чтобы сохранить памятники. Там их очень много. Я же говорю, даже одних храмов 73. Кстати, для тех, кто хочет приехать в Ингушетию, самый старый храм на территории Российской Федерации, христианский храм Табаерды, находится на территории Ингушетии. Это грузино-ингушский храм, ну, то есть архитектура грузино-ингушская. И там есть барельефы и 9 века, и барельефы 11 века, и псалтырь 10 века там хранился, он зафиксирован, о нем написали и ученые в свое время. И потрясающие барельефы, которых даже в Грузии я не видела на подобных храмах. Поэтому, кому интересно посмотреть просто даже на храм, я уже не говорю обо всех остальных памятниках, приезжайте в Горную Ингушетию, есть на что посмотреть. И природа, и архитектура, я думаю, достойны Это того, чтобы их посмотреть. Ну, конечно, все горы красивы по-своему, но, конечно, природа потрясающая. Свои-то еще красивее, Да, свои родные. красивее. Анна, но вопрос к вам. Это первый сезон, и я так понимаю, что у вас есть какие-то уже планы на следующий год. Ну, я бы, конечно, хотела продолжать, потому что это очень интересно все. И, ну, как бы смотря на традиции других народов, да, понимаешь, что есть что-то общее. И есть что-то не общее. Да. В общем, есть Да. что изучать и есть Очень что хочется беречь, конечно же. продолжать это, потому что, как я говорила на первой нашей встрече, что изучая традицию другого народа, начинаешь уважать и свое. Согласна. И Вот. лучше узнавать других. И Конечно. мне кажется, культура понимания и какого-то, знаете, какого-то социальной эмпатии какой-то вот по отношению к другим народам, другим культурам, она только увеличивается, поэтому это очень важно. И давайте мы все-таки послушаем лезгинку. Можно я вас попрошу микрофон сюда поставить, пожалуйста? Спасибо большое. Вторую часть играть.
Вы еще глазами так девочкам показываете. Да, это наш Как лучше играть. музыкальный жест. Слушайте, спасибо вам за этот праздник музыки. Единственное, что я хотела сейчас еще уточнить в оставшееся время, лезгинка бывает разная, ведь правильно? Да. Это какая-то определенная, и еще какие-то есть. Вот. Вот именно это назрановская лезгинка, она привязана именно к месту, к локации. Есть лезгинки, посвященные, там, допустим, какой-нибудь личности, их тоже очень много. Есть лезгинки, посвященные, допустим, какому-нибудь событию тоже. Вот произошло событие, на ней сочинили специально как гимн этому событию лезгинку, и она пошла в народ. В общем, все это, конечно, уже народная мелодия, народная музыка. Здорово. Да. Ну, а лезгинка точно всегда узнаваема, мне кажется, когда слышишь, точно понимаешь, что это за Что музыка. звучит. Спасибо вам за этот праздник музыки, праздник культуры какой-то определенный. Спасибо вам за ваши рассказы. Я напоминаю, что о музыкальном проекте «Калейдоскоп народности» Шереметьевского дворца Музея музыки, а также об ингушской культуре мы говорили с нашими гостями. В студии «Радио Петербурга» были художественный руководитель цикла Анна Винсковская. Анна, спасибо большое. Спасибо вам. Я желаю вам удачи. Спасибо. И у нас были замечательные представители культуры Ингушетии. Это искусствовед, этнограф, научный сотрудник научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева, сотрудник Ингушского государственного музея краеведения Танзила Дзаурова. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое тоже. Также народный артист из Республики Ингушетия, который играл на гармонии. Это Мамилов Назир Хаджимуратович. Спасибо. Благодарю, спасибо. А также прекрасные девочки. Это Мария Дзаурова. Она познакомила нас с инструментом под названием чондарк. Спасибо вам. Спасибо вам. И еще одна девушка, которая играла на чондарге, это Дали Куркиева. Вам тоже большое спасибо. Спасибо. Я желаю вам удачи. Я думаю, что приезжайте в Петербург. Здесь Мы обязательно еще раз будет встретим. интересно всегда послушать и узнать. И, может быть, еще с какими-то новыми мелодиями познакомиться и еще интересные рассказы послушать, потому что все равно же количество людей на концертах ограничено, а Да. интересующихся, мне кажется, гораздо больше. Спасибо вам большое, мы с удовольствием. Я надеюсь, Спасибо. что в следующем году мы еще встретимся с Танзилой и замечательными музыкантами из Ингушетии, потому что вот это вот событие как подарок музею инструмента, это нужно осветить более масштабно. Согласна. Спасибо вам большое, удачи вам. Спасибо. Всего доброго.